привет, дорогие телезрители! Вы смотрите прямое включение, и передача называется «Летний эфир». Вам повезло сегодня. Также. Я не устаю говорить, потому что реально к нам приходит очень много интересных гостей. И сегодня также. Итак, я бы хотел представить их. Это замечательные люди. Альберт Тимофеев, Сахаяна Тимофеева. Добрый Организаторы фестиваля по скалолазанию. Вот когда И будет у нас? 4 и 6 августа. Это буквально осталось 2 недели. Всего лишь 2 недели. Да. Как идет подготовка? Подготовка идет бурно, шумно. Мы пытаемся все успеть. Продажи билетов уже нам звонят. Да. Ну, Также я знаю, что это не коммерческое мероприятие. да, это все проводится на инициативе, получается, наших скалолазов, для того, чтобы популяризировать в Республике Саха-Якутия этот вид спорта. Если я правильно понимаю, это 3-й фестиваль, который Да, будет совершенно проходить. верно. Да. Это И в этом какие году изменения произошли? 3-й фестиваль. Но самое главное изменение, конечно, это уже количество участников стало 200. То есть мы хотели было бы сколько? сделать... Первый был сколько у нас? 70. 70. Вторые 160. В этом году сделали 200. Но мы хотим, конечно, 300 сделать. Больше, но... Все-таки это экстремальный вид туризма, и мы должны понимать в первую очередь о безопасности наших участников. Поэтому мы пока 200 сделаем. На следующий год, ребята, кто не успел купить билеты, попробуем в следующем году увеличить количество до 300. И все-таки большинство людей думают, что это небезопасно. Не дай бог, сорвался и упал. Что вы можете им сказать? Совершенно верно. Второе слово у нас фестиваль – это экстремальный вид туризма. Есть какой-то риск, конечно, да, но уверяю вас, там будут МЧСники, там будут опытные инструктора. Успокоил, сразу Да. успокоил. Так что сам приходи, попробуй поучаствовать. Не знаю, там есть весовая категория определенная? Слушай, на самом деле у нас... Нет никаких ограничений, получается. И по возрасту, то есть с 14 лет? Да, с 14 Нет, 18. лет. А, с 18 или Да, с нам 14? фестиваль ведут с 18 лет. А так скалолазанием можно заниматься с 14 лет. Ну, как бы ребенок сам подходит и с инструктором занимается. Также Ну я вот. знаю, что у вас есть ребенок. Да, И... у Ей, нас- да? Ей. Да. У Ей нас 5 есть лет. дочка Алиса, она сейчас нас смотрит. Она нас смотрит. А, Папа, мама здесь, все отлично. И она тоже занимается? Да, ей 5 лет, и получается, ну, соответственно, мы ее берем с собой, и вот она вот постепенно вот подключается к этому виду спорта. Алиса привыкла лазать с 2 лет. Да. Ай-яй-яй, ну это отец заставил. Ну да. Ну а также расскажите, что такое скалолазание у нас в республике? Как развивается, нужна ли поддержка? Сразу несколько вопросов. Слушайте, ну на самом деле для развития скалолазания у нас есть очень хорошие площадки. Это не только Ленские столбы и скалы, и Ланка, это наши горы, Киевляк скалы, да. Еще есть в Синске, по-моему, скалы. Поэтому раньше даже в советское время... Верхоянский хребет можно, вот недавно был там. Да, Можете действительно, тоже тоже можно развить. Поэтому площадка для развития есть. Есть также активисты, мы, которые хотим это развивать, но нам нужна все-таки поддержка от вышестоящих людей каких-нибудь. Это не хорошим словом, да, получается? Ну, то есть хорошим словом, понятное дело. Да. Ну и вот этим, да? Да, 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 да. Все-таки мы простые граждане, да, у нас есть семья, работа, и мы большинство времени уделяем еще скалолазанию и также уделяем на развитие его. То есть не просто мы для себя занимаемся, а пытаемся популяризировать. Мы тянем школьников, студентов, взрослых людей и проводим вот этот фестиваль. А как это происходит? Ну, Социальные сети, вы приходите в школы, студенческие городки и говорите, так, вступайте к нам. Нет, почему? Ну, мы как бы, да, проводим соревнования, например, среди студентов там. А среди студентов где вы проводите? Во Если не второй летом? школе. Во второй школе зимой второй мы школе. проводили, да. Мы в основном как бы занимаемся там. Но скоро у нас откроется скалодром Релкаут. Когда? ожидается. Ожидается, ждем. И где это будет? Ну, местоположение? Ну, это около, получается, ипподрома, где ЕГСХ. Там был раньше клуб «Парадокс», но сейчас он превратится в довольно оздоровительный комплекс. Так хорошо сказать. Клуб «Парадокс». Не раз был, да? Оздоровительный комплекс, там будут не только скалодром, и тренажерка будет, и фитнес будет, кроссфит. Такой центр И получается, да, мега-мега-центр. Да. Сам Якутск, он как бы в плане спорта развивается. Конечно, министерство это в этом помогает здорово, и мне это нравится. Допустим, если сравнивать прошлое, то сейчас... Большое спасибо Министерству спорта, можно сказать, да, Да, они, наверное, да. посмотрят Да. определенно, конечно. Министерство молодежи, которое тоже поддерживает нас. Итак, Да. А также я хотел спросить, главный приз-то какой? Ну, Третьего фестиваля. Да, в этом году мы, благодаря нашим спонсорам, главным призом будет лучшему скалолазу среди новичков
Якутский нож. Да, настоящий якутский нож, очень хорошего качества. Вот, так что, ребята, приходите на фестиваль, попробуйте себя, и если Возможно, добиться удачи, вы получите приз главный. Так. Ну и все-таки, наверное, люди тоже, я не раз, помнишь, я вначале спросил по поводу безопасности, Да. более подробно, что да как. Если мы детей, это уже не имеется в виду фестиваль, а просто привести своего ребенка, друга. Ну, просто На этот вот кружок на сессию. в основном, когда я упоминаю, например, не только я, да, люди думают о альпинизме. То бишь я хочу сказать, что... Но вы же не альпинисты. Да, альпинизм и скалолазание – это совсем различные виды спорта. Вот. Если так сравнивать по безопасности, хочу сказать, что скалолазание, оно безопасный вид спорта, если вы грамотно относитесь к страховке там, и так далее. Ну и, конечно же, все спортсмены, которые будут участвовать на фестивале, не пьющие люди. Да, фестиваль будет чисто... ЗОЖ. Да, ЗОЖ. ЗОЖ. Зона Это трезвости. Улыбается Альберт, улыбается. Ладно, хорошо. А что еще будет проходить фестиваль? Это же получается целую... Сколько? Да. 2 дня будет, получается? 3 дня? даже? Выходные, да, получается. Выходные. Да. Да. Целый- Так что, ребята... Вот люди приезжают, хорошо, вы встречаете, что дальше? Ну, мы, получается, собираемся Йога. в площади Дружбы, получается, едем. Вот. Доехали до местности. Какое время? То есть люди должны Ну, я не подойти? буду говорить о времени и так далее, это как бы зависит. Пока от- неизвестно. Да, пока неизвестно. Вот, приезжаем, потом идем до лагеря, получается, пешком по местности, по пересеченной, так сказать, да. И вот в лагере нас встретят, примут, Домики да, люди могут. объявляется отбой, нет, домиков не будет. домиков не будет, экстрим. Да, Круто. палатки, костровые и так далее. А все-таки погода влияет? Ну, А вдруг погода испортится? Тю-тю-тю, не дай бог. Мы в это прошлом году учтем. дождик Да. был, но вот такой вот незначительный, так что Ну, не препятствует. А также знаю, что Мы- к нам прибудут еще гости, правильно? Да. Альберт, Мы и- в этом году пригласили Егора Матвея, это спортсмен из Красноярска, член сборной России по альпинизму и скалолазанию, для того, чтобы он показал мастер-класс. То есть он человек высокого уровня, не то, что как бы, ну, пока мы развиваемся, да. Вот. Так что я думаю, обычному участнику будет интересно посмотреть, как это красиво лазать по скалам. Потому что скалолазы, на самом деле, на скалах не лазают, а танцуют. Так вот. Интересно. Да. Вот. Грация движения, растяжка, все это Альберт, очень я красиво умею смотрится. танцевать. Да. Так что у меня Я получится. знаю, ты на бальные танцы ходил, по-моему. На бальные танцы, да, я ходил. Было дело. Вот. Поэтому он также пробьет нам трассы скальные по стандарту, повысить безопасность нашу. Нас И- проведет также инструктаж для Да. повышения тоже И- опять безопасности. Так что И мы надеемся, что он вынесет нас на более такой уровень. Такой На другой российский. уровень, Да, получается. да. И когда-нибудь, ну, в будущем мы проведем уже фестиваль по скалолазанию и Да. пригласим практически всю Россию. Московских спортсменов, Санкт-Петербурга спортсменов. И будет очень интересно посмотреть. Потому что они хотят сюда приехать, но пока площадка немножко сыроватая. Надо подготовить эту площадку. Вот так вот. Вот. И грамотно готовить. Грамотно. Там же свои Грамотно нюансы. готовить, Да, да. Не дай бог Мы-то неправильно еще сами делать. тоже новички в этом, получается. Мы же Да, мы в этом плане новички, любители. Вот, Да. так что, ну, слава все богу, на растем. инициативе. Все на инициативе. Вот так. Да. Вот. Также я знаю, что к вам приходили, и к нам тоже приходят и придут еще кроссфитеры. Люди, которые занимаются кроссфитом. Вы сказали до эфира, что они очень легко поднимаются. Да, вот удивительно, что, Какие мышцы развиваются? Интересно. люди, которые занимаются кроссфитом, да, вот, они очень хорошо лазают. У них результаты прямо... Мы были в шоке. С первого раза, да? Да. мы Альберт, были наверное, в как шоке, так-то? да. Я уже сколько лет занимаюсь этим. Вот. Ну Ну, да, я сказал, вообще, мы, Группа конечно, мышц. рады кроссфитов увидеть на нашем фестивале. Пусть тоже как бы поиграть своими мышцами. там. А Вот. какие мышцы развиваются, Вот. Альберт? Ну, в основном верхние плечевые поясы. Да. Вот. Но на самом деле все развивается. Мы растяжку делаем, да, подтягиваемся все время. Вот. И как бы много-много А рост не таких влияет? движений. Рост тела Влияет. масса. Влияет. Наоборот, легко, да? Чок там стало, всё. Кто-то там Да, прыгает. такие ребята. Ладно. На фестивале хочу напомнить, что у нас утром будет йога. Да. Вот, ребята, то что встаем рано в субботу и начинаем йогу делать.
Йогу, ознакомление, потом соревнования. Йога обязательно получается. Ну, как бы она будет Скалолаз, растяжка. если не как заниматься зарядка. йогой, не Да, скалолаз. как бы зарядка. Йога очень, кстати, хорошо тоже помогает в скалолазании. я бы сказала. И мы пригласили инструктора по кроссфиту, Гелян. Она проведет также мастер-класс разминка в стиле кроссфит. Это Ну, тех у брутальных ребят, которые придут на кроссфит. Участников Попробуйте себя. будет выбор, получается. Да. Либо пойти на йогу, либо пойти в кроссфит, попробовать, испытать Ну, да, себя. да. А все-таки были ситуации, когда тяжело было реально, и кто-то получил травму, не дай бог, неожиданные ситуации. Как вы выходили? Нет, Из этого не было положения. таких ситуаций. Пока Честно у нас говоря, не было. да. Да ладно? Да. Серьезно, что ли? Не Да было. ладно. Тю-тю-тю, чтобы не было таких Да, ситуаций, да, все чтобы гармонично. не Это значит, было. надо четко и конкретно готовиться, чтобы Да. не было Согласен. таких ситуаций. Вот, мы на эти Ну, на всякий случай, форс-мажор, а вдруг? Как ты будешь готов к этому? сразу мы, ребята, постоянно тренируемся, мы подготовлены в этом плане, так что также будут опытные участники, и мы сами тоже как бы разрядники по альпинизму. время- Так что любого человека выкуриваем с любой высоты в этом плане. А какая высота, Елан? Высота скал где-то... вот, От 15. нет, А как называется скалы скала? высокие. Я правильно сказал? Ну, Елан, да? 20, ну, спортивный скала, это максимум 25 метров. Да. То есть этого, в принципе, хватает, чтобы устать. А если, смотрите, вот я, например, тоже хочу участвовать, Да. но Для тебя- не из-за веса, не из-за Для веса. тебя мы поставим стремянку, можешь добраться. Стремянку, да? Альберт, помоги мне со стремянкой, да? Нет, ну все-таки я боюсь высоты. Что мне делать? Попробуй, и ты преодолеешь себя, и ты больше не будешь. Как? Ну Ну, как, мы... Вначале, Ну, вначале это всегда трудно. Вначале мне сложно. было очень страшно. Вот в первый раз, когда я поехала на скалы, пыхтела, кряхтела, так забиралась, в общем, на скалу. Подумала я, что я очень высоко поднялась. Да. И кричу Алику: все, опускай меня, отпускай на землю. Да, я ее А так он- взял. А он Я за попу взял, меня вот так взял и говорит: держу. Я такая: черт, только до сюда. А вот сейчас вот я скажу, что достаточно так спокойно отношусь к высоте. Я уже, получается, наслаждаюсь высотой и так далее. Так что Да, все преодолимо. все преодолимо. Фу, вы меня успокоили. Альберти Сахаяна, семья Тимофеевых, занимается скалолазанием. Уже сколько лет? 6. 6 лет, дорогие телезрители. И скажите, пожалуйста, какого числа будет у нас мероприятие? 4-6 августа. Да. Ну что, дорогие телезрители, мы не прощаемся. Большое спасибо. Приходите с 4 по 6 августа. Приходите на этот фестиваль. Никуда не уходите. После рекламы встретимся. Всем привет, дорогие телезрители! Вы смотрите наш прямой эфир, летний эфир. Жарко, но сегодня погода прекрасная, свежо, воздух отличный, дыма нет. Отлично. И сегодня у нас прекрасные гости, которые покажут вам класс и расскажут вам что-то очень интересное. Ну что, я хотел бы представить, у нас замечательные ребята, студотряд Чагалхан, Михаила Николая Ефимовича. первого президента нашего. Ну что, дорогие, девиз? Кто мы? Наше имя. Вот это да, ребята какие. Ну что, дорогие, расскажите, и все-таки хотел бы представить ребят, но, это Татьяна Васильева, Сардана Варламова, Александр Прокопьев и наш комиссар. Комиссара как зовут? Представься сразу. Огнев Степан Гаврилович. Отлично, всех остальных потом представим, кому будем давать микрофон. Ну что, дорогие, расскажите, что да как? Вы заняли первое место. Да. Кто отвечает? Мы заняли первое место по соревнованию черлидинг. Татьяна? Меня зовут Васильева Татьяна. Васильева Татьяна. В студенческих отрядах соревнование черлидинг проводилось первый раз. И мы так рады, что заняли первое место. Поздравляю. Если честно, мы очень старались. Мы все как бы студенты, но не профессионалы. Это типа как первый опыт черлидинга, и очень старались. И Ой, как замечательно. Что мне делать? Да, аплодировать? Хорошо. Ну, Сардана, да вот расскажите, пожалуйста, вы человек уже сколько, получается, в студотряде? первый год. Первый год. Свои впечатления. Работа в Надо стройотряде. привлечь больше. Работа в стройотряде – это не только работа, но и, как сказать, это в первую Отдых, очередь, развлечения? Да, отдых, развлечения, дружба, знакомства. Вот проводятся такие мероприятия каждую неделю, да. Например,
фотоконкурсу. Штаба СОСУФУ проводят для нас, именно для бойцов, там мероприятия разные. Там Например? спортивные, там конкурсы, касса, все. Фотоконкурсы. Конкурсы, а, темы. А также, наверное, Александр расскажет нам, какие соревнования будут проходить. Ну, прошли по баскетболу. Прошли все-таки, да? Да. Этот, дартс и по армрестлингу среди девушек. Вот Ули первое У место нас Уля заняла. победила. Уля победила, да, Она получается? чемпионка СОСУФУ. Армрестлинг, если я не ошибаюсь, это... Да. Среди девушек. Ничего себе. Золотой Ладно, еще бицепс, попробуем. трицепс. Может, ты меня выиграешь сразу, куда исход. Отлично. Мгм. И еще мы победили в таких мероприятиях, как ва гитара, Да, в гитарных песнях. вечер гитарных песен. Вот наша золотая струна сидит. И вот ребята, они споют скоро, да, скоро, но пока не, И мы не еще сейчас. покажем Чердидин сегодня. Обязательно. Телезрителям все покажем. Ну и все-таки я хотел бы спросить, сколько у вас в составе человек? У нас отряд состоит из 20 человек. 80% парни, а остальные девушки. А почему так? Ну, что- Почему парней больше, чем девушек? В основном у нас мужская работа, потому что Вот. парни занимаются чем? Сквер, строим сквер. Обновление. Сейчас обновляется. Сквер. А девушки? Девушки девушки красим, поливаем цветы. И скажи вот это слово. И убирают? Мусор. Отлично. А также в 2017 вы сказали, что-то будет в этом году. В этом году в городе Якутске будет проходить всероссийский слет студенческих отрядов. И, кстати, еще якутскому студенческому отряду исполняется 50 лет. Вау! В честь этого будет Строится памятник. строиться памятник. Да. Где будет строиться Даже памятник? свое общежитие. 60 сквер, 60 общежитий. В сквере, да? Мгм. А также хочу спросить, ну все-таки, наверное, большинство телезрителей вспоминает и ностальгирует студенческие свои годы, воспоминания. Вот расскажите, пожалуйста, как у вас проходит все это? Весело. Весело, грустно так. Ну, каждый вечер у нас проводится огонек. Во. И играем в разные игры, как мафия. И недавно мы... Играем в волейбол. Недавно съездили, Все живем в общежитии 18. да, в Булус, в Кирюльвир съездили и в Турукхая. Было очень классно. Мы не просто отряд, а стали крепкой семьей. Да. Вместе сдружились. Господи, как круто. Это я вам завидую, белой зависти. Честно говоря, приятно, классно. Ну, после, сколько, получается, еще будете вместе? Ну, стоит отряд. До, Еще 2 недели недели осталось. осталось. До До 30 конца июля. сезона. А сезон сколько идет у нас? Сезон 1,5 месяца. 1,5 месяца всего лишь, да? Ну, жалко. А новый набор получается после сразу же этого сезона. Еще может быть второй сезон в августе. Там 15 или 20 дней, пока еще не точно. Там, А как отбор идет? Как к вам попасть? ну, по интернету распространяем, да? Как бы. Мы есть в социальных сетях, как Instagram, so.sufu, и ВКонтакте штаб студенческих отрядов СВФУ, и либо региональный штаб студенческих отрядов. Вот. Вы можете подойти по адресу этого 17 в штаб СОСВФУ. То есть просто подойти, критерии никакие не нужны, получается. Человек Критерии старше 18. и студент. Должен быть Обязательно студентом. студент Северо-Восточного федерального университета. Нет, не только Северо-Восточного, но и СПО, средних образований. И так далее. Хорошо. Мы обязательно, наши телезрители, которые хотят войти в состав, конечно, они подойдут обязательно. А что еще они должны там? Без сносов, без ничего, костюмчик в подарок? То, что вы надели, получается. Да, ну, каждый отряд проводит свой кастинг. Например, я комиссар и с командиром проводим кастинг сначала до летнего трудового сезона. И спрашиваем у них, что такое студенческие отряды. Собеседование. Да, как бы собеседование собеседование. проводим. Какими талантами вы обладаете. Чтобы использовать Да. его. Потому что у нас проводятся всякие конкурсы, соревнования, поэтому По человек поводу должен быть черлидинга. талантлив. Вы заняли не зря первое место. Наверное, лучше сейчас показать. Давайте. Возможно? Ну что, вы готовы? Отрепетировали? Давайте. Выходим. Так, чуть быстрее. О, а сейчас дети
Студенты покажут свой класс, мастер-класс. Все-таки люди заняли первое место. Это я знаю, я вообще черлидинг видел американский. Они как летают на воздухе, ну не знаю, не дай бог, дорогие, осторожно, сделайте это и покажите класс нам, потому что некоторые телезрители хотели бы тоже поучаствовать и записаться к вам. Черлидинг – это новый вид спорта, Так что я все отдалюсь. Поехали, вы готовы? Ну что, раз, два, три, давайте. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. 1, 2, 3, 4. 난 지금 네가 좋아 정말 반했어 오늘 밤 너와 춤추고 싶어 붐바야 야야야 붐바야 야야야 붐바야 야야야야 Boom boom ba, boom boom ba, oppa. Yeah 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 yeah. Тут отряд Чалган. Это да, вы, ребята, молодцы. Красавчики зашли по полной программе. Ну, пацаны, больше улыбаемся, Понимаете? Отлично. Ну что, дорогие, также все-таки воспоминания, ностальжи. Я помню эти годы, когда мы сидели у костра и играли, и слушали прекрасные песни. Возможно, сейчас это все сделать. Так, ну что, мы готовы слушать вас, дорогие. Ой, ностальжи. Ностальгия по студенческим годам. Поехали. Ты Баркуруту эн соку Было как кирпич күн алдынан сыйлыдан Қараңа халаңа эн жүңі Оморон оюлан тупсаран суруйдун Сепсерин салгины кулхаммер турогон Энсаннигин имерием келимеха күнү Мин олус эйгин Ну что, дорогие наши телезрители, самые-самые-самые. Большое спасибо, что вы смотрите наш летний эфир. Вот эти замечательные ребята. Всего доброго. Смотрите летний эфир. Күтө